Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантье. И сегодня делаем очередной обзор. Обзор старой колоды. Что утром встала, вспомнила, что у меня есть такая колода. Это оракул цыганский Сибила Делла Зингара. Сибил было много, но у меня вот такая. Еще производство Италия, Ло Скарабео. Она мультиязычная у меня. Сейчас, по-моему, было переиздание, но уже Россия переиздавала, и там колода все на русском языке. И, ну, соответственно, на одном, да, перевод каждой карты, название каждой карты, там написано на одном русском языке. Смотрите, идет к колоде такая МБК, это Ло Авалон уже делала МБК в колоде. Здесь такой краткий перевод, название каждой карты. Ну, краткая история этого оракула. Пояснение, что все-таки это цыганский оракул. И пол книжки еще занимает, ну, вот рекламные такие статейки маленькие. Там какая колода выходит у Авалона. Так как эта колода давно издавалась, и даже, по-моему, тут не написан год. Но я колодой пользуюсь редко. Ну, вот, все по желанию. Каждую колоду использую по желанию. Их много, поэтому смотрите. Так, по размеру. По размеру карты напоминают игральные карты. Вот я даже вытащила игральные карты, коробочку. Вот. Такой же размер. В колоде 52 карты. Вот такая рубашечка. На рубашке у нас изображена фортуна. И вот каждая карта вот в такой рамке изображения. И мультиязычная. Испанский, итальянский, немецкий. Еще какой? Португальский, наверное. И английский. Вот у меня каждая карта называется на английском языке. Буду вам сейчас показывать карту и говорить ее название. Итак, это у нас карта под названием Надежда. Да, Hope. Это комната, спальня, ну, зал, что-то такое, в общем-то. Это у нас карта очень красиво возлюбленный, да, такой. Лютня, по-моему, у него в руках, да, в музыкальных инструментах я не очень хорошо разбираюсь. Но, по-моему, это лютня, одет он, да, как такой настоящий Ромео, итальянский. Эта карта называется «Сотрудничество». Может, фокус немного отдалить, чтобы увидели всю карту. Свадьба. Вот, смотрите, да, священник на фоне церкви обручает, женит парочку. Прекрасную, красивейшую. Эта карта у нас называется «Беседа» на русский перевод. Эта карта у нас называется «Жена». Жена, супруга. Эта карта называется «Развлечение». Ну, такое приятное времяпрепровождение. Это торговец. Это у нас скорбь, печаль. Это поездка, карта. Это карта постоянства. Друг. Эта карта у нас называется сюрприз, неожиданность, что-то такое. Ну, тут на английском написано surprise, да? Эта карта у нас надменность в переводе на русский. Смерть. С косой, с крыльями летит череп. Вдовец. Эта карта у нас фортуна. Вот она изображена, да, в цвете.
Есть такая карта. Это тоже та же самая карта, что и на рубашке. Только здесь она изображена вот цветная. Тут ее можно прям красиво разглядеть. Богиня Фортуна. Вор. Карта называется. Это у нас подарок. На столе шкатулка с драгоценностями. Красивая, богатая комната. Доктор. Это у нас болезнь или болеющий, что-то такое. Вот если кто-то знает английский, то для себя переведет. Не хочу я сейчас лезть в МБК, уточнять. Дом. Это приятное известие. Или сердечное известие, что-то такое. Приятное сердцу известие. Это у нас меланхолия. Как это называется? Это у нас... Господи, забыла слово. Господи, вы поняли, в общем. Присан, это что-то называется, с памятью моей стало. Заключенный, что-то такое. В общем, вы видите, да, что человек сидит на цепи, в кандалах, в некой такой комнате, ну, похоже на тюрьму, да? Заключенный. Молодая женщина. Деньги. Сейф с деньгами, полный на столе деньги, да, в комнате. Священник. Тут, правда, как по мне, так больше похоже на женщину, но тем не менее. Это у нас мыслитель. Или ученый, что-то такое тоже может быть. Еще может быть задумчивость. Вот. Ребенок. Отчаяние. Плохо помню перевод каждой карты, потому что редко пользуюсь, да, так что прошу прощения, что так долго называю название карты. Это вот это как раз таки, по-моему, ученый, да. То была задумчивость, а это ученый, правильно, да. Сейчас скажу, покажу вам еще раз. Да, вот эта задумчивость, а это у нас ученый. Это я вас сейчас в заблуждение веду. Это у нас покровитель. Это у нас называется карта враг. Это неудача или беда, бедствие, что-то такое. Ожидание. Старая женщина, либо пожилая женщина. Но для меня это такая умудренная опытом, мудрая дама. Солдат. Любовь. Отдельно, помните, там была карта возлюбленный, а это отдельно карта любовь. Купидон изображен прекрасно. И голубки. Письмо. Так, тут что это за карта? Уверенность. Это, по-моему, называется карта у нас утешение. Это
Сейчас я вам точно скажу. Заблуждение. Котик у нас, карта заблуждения. Это легкомыслие карта. Так, это что, как у нас переводится? Обслуживание. У нас есть карта, сейчас покажу другую. Вот, да. Как по мне, так они немного чем-то похожи. Это просто обслуживание карта называется, а это называется служащий рабочий карта. Вот так. Так, дальше. Что это у нас? Это, по-моему, радость или приятное времяпрепровождение. Вот тут я уже... Да, радость. Буду заглядывать в МБК, потому что чуть-чуть некоторые карты я не помню точный перевод. Так, это у нас... Сейчас ищу. Простите, я вот именно несколько карт не помню перевода. Но тоже тут... Тоже как-то как радость переводится. Типа хорошее времяпрепровождение. Так, это что у нас? Противник. Карта называется. Это, по-моему, посыльный. Да, правильно, посыльный. И последняя карта, это sorrow. У нас переводится, по-моему, как боль, печаль, горе. Да, вот. Простите, что так долго, не помню. Несколько карт перевод посмотрела. Вот такая колода. Может быть, на ней сделаем какой-нибудь расклад цыганский. Как вот на игральных делаем, так и на оракуле на цыганском, в принципе, можно и сделать. И она очень хорошо говорит, тоже показывает события очень хорошо. И состояние самого человека на данный момент тоже прям вот очень грубо, но говорит. Вот такой у нас был обзор. Извините еще раз, что я затянула. Всех благодарю, что были со мной. С вами была Астарта Сантия. Увидимся. Всем пока.